стране имеется целая госкадровая служба, а на высокие посты назначаются люди, которых потом и не вспомнишь, где и как он работал. Поэтому и получается, что милицейского заместителя министра обвиняют в предательстве интересов милиции, а вице-премьера подозревают в том, что он работает в интересах другого государства. Более подробно о последних кадровых переменах в сюжете Андрея Токумбаева. Серия увольнений и назначений стала громким событием минувшей недели. Наиболее резонансной в этой встряске стала отставка вице-премьера Джениша Разакова. По мнению экс-спикера парламента Зайниддина Курманова, дело не в компетенции кадрового силовика Разакова, профессионализм которого не вызывает сомнений, а в том, что каждый политик хорош не только на своем месте, но и в свое время. О чем свидетельствовали митинги с требованием его отставки во время очередного обострения конфликта на кыргызско-таджикской границе, поясняет политолог. Решать пограничные вопросы, поставили Разакова, он человек полувоенный, скажем, милицейский, который знает криминальную обстановку. И, естественно, все надеялись на то, что он вот эти, там же тайна за 7 печатями, там кто только не участвует в этом наркотрафике и контрабанде. То ли Разаков не справился с возложенными задачами, то ли его время просто ушло. Вместо него вице-премьер-министром стал полпред правительства в Баткенской области Акрам Мадумаров. Он имеет 2 высших образования, большую часть карьеры отдал работе в аппарате президента. 4 года был акимом Кадамджайского района. В среду глава Академии управления в прямом эфире «Пятого» сказал, что Мадумаров имеет хороший опыт работы с кадрами. Когда он возглавлял госкадровую службу, я был ректором Академии управления, и мы около года совместно работали. Он умеет ставить требования. Я считаю, что у него есть своя позиция, поэтому его назначение – правильный шаг. Высокая востребованность управленцев, имеющих свою политическую позицию, примета времени. Но не надо сбрасывать со счетов и так называемый субъективный фактор, считает Зайниддин Курманов. Потому что у каждого руководителя, они же не все одинаковые. Один может силен в орг-вопросах, другой силен в теории, третий силен в экономике, четвертый силен в военной сфере. Вот таким образом и производится назначение. По словам Курманова, в одних странах, скажем, в Германии или Франции, решающим фактором при кадровых перестановках считается компетентность работника. В других, например, в Великобритании или Италии, профессионализм тоже важен, но решающий фактор играют связи и умение ладить с коллегами. Во втором случае, который наблюдается и в Кыргызстане, порой происходит нечто странное. Во вторник статс-секретарем МИДа стала бывший статс-секретарь Госкомспорта Нурджан Бардинова. Назначение наделало много шума. Нурджан Арзыгуловна – юрист, экономист, а также учитель русского языка и литературы. Но какое это имеет отношение к спорту или дипломатии? А вот ректор Академии управления считает, что сейчас решающим фактором многих назначений является знание управленцем реалий глубинки. В принципе, в кадровом вопросе по сравнению с теми, кто работает в центре, надо отдавать предпочтение тем, кто поработал в регионах. Там они сталкиваются с настоящей реальностью, узнают региональную жизнь. Продвигать на высокие должности надо их. И такой отбор правильный. Почти за месяц до отставки вице-премьер-министра профессор Кайрат Османалиев в разговоре с корреспондентом «Пятого» утверждал, что Разакову в кресле вице-премьера делать нечего. Денис Разаков, да, который сейчас типа ответственный за пограничный, не имеет никакого авторитета, серьезного авторитета среди местного населения. Потому что местное население прекрасно знает, что он палец в палец не ударил, чтобы реально решить пограничные вопросы. Османалиев тогда добавил, что намерен добиваться отставки Разакова, разделив аналогичное настроение группы баткенцев по тому же поводу митинговавших в то же время перед Белым домом. Позже сам экс-вице-премьер в интервью журналистам заявил, что давно устал от всего этого, и морально, и физически. Нужно заняться семейными вопросами, нужно заняться вопросами своего здоровья, поэтому решил подать в отставку. Получается, вы 30 лет проработали? Я вот в 90-м году я закончил институт, и с тех пор без отпуска, в принципе, работаю всю свою жизнь. Похоже, по той же причине в пятницу написала заявление об уходе по собственному желанию начальник управления образования Бишкекской мэрии Сауле Мейрманова. Об этом журналистам сообщил руководитель аппарата градоначальника. Она пришла, поблагодарила за все, сказала, что уже 5 лет отработала и решила уйти. Однако до сих пор не названа причина отставки главы Госрегистра Алмаза Мамбетова. Сейчас все гадают на кофейной гуще, почему произошло то назначение, а это назначение не произошло. Если бы сделать систему назначений и снятия с должностей прозрачной, открытой, со всеми объяснениями и так далее, ну,
возможностей для толкования и для конспирологических версий было бы маловато. А поскольку сейчас эта система вот закрыта, вот чего только не услышишь. Злые языки утверждают, что причиной увольнения Мамбетова послужил эпизод, когда в Бишкеке уличная камера наблюдения зафиксировала машину с номером его автомобиля. За рулем мужчина, похожий на Мамбетова, нежно обнимал женщину, напоминающую его коллегу. Экс-глава ГРС категорически отрицает, что человек, зафиксированный на видеокамере, он. Тем временем причина увольнения до сих пор не названа. А ряд информагентств выложила еще один факт биографии экс-начальника ГРС. В августе 2018 года во время обсуждения вырубки деревьев в соцсетях на его аккаунте появились грубые комментарии. В частности, было написано «Псина лает, караван идет». Потом комментарии исчезли, а пресс-служба мэрии Балыкчи заявила, что аккаунт шефа взломали третьей силы. В интернете также был обнародован разговор Алмаза Мамбетова с бывшим мэром Балыкчи Сатыбеком Шамсудиновым. Будущий глава ГРС угрожал ему расправой в извращенной форме и в выражениях не стеснялся. Инцидент закончился тем, что Мамбетова оштрафовали на 2000 сомов. Скандал, когда речь шла не о нарушениях этики, а о потворстве, коррупции и невыполнении распоряжений руководства страны, стал причиной увольнения по рекомендации Совбеза директора госучреждения УНА Алымджана Казубаева. Более половины мероприятий, заложенных в плане пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в УНА, остались неисполненными. Из 148 мероприятий плана не исполнены 83. В практике рабочей группы Совета Безопасности такой процент неисполненных мероприятий, или 56%, наблюдается впервые. По словам Сагынбаева, за период с 2018 по 2019 годов на сотрудников УНА было возбуждено около 100 уголовных дел. Казубаев является фигурантом нескольких из них. После критики президента Джейнбекова на заседании Комитета по развитию промышленности и предпринимательства подал в отставку и глава Госстроя Бакыт Абдиев. Но из этих кадровых перестановок и увольнений не следует делать вывод, что внутриполитическая ситуация в стране нестабильна, считает Занидин Курманов. Напротив, это может свидетельствовать как раз о стабилизации работы госструктур. Другое, почему вот эти назначения? Потому что засидели старые. Старые политики, они всем уже надоели. Даже нам самим уже надоели. А люди хотят перемен. А кто может принести перемены? Только новое поколение. Смена поколения – это реализация политики перемен. А вот неподвижность государственных структур, когда чиновник десятилетиями протирает брюки в одном и том же кресле, может стать серьезным симптомом другого явления – стагнации, добавляет Курманов. Именно к ней вела кадровая политика прежней власти, которая отстраняла от управления государством профессионалов и повсюду насаждала своих протеже, просто грабивших страну. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги.